С наступлением морозов реки и озера вокруг Сибая пользуются популярностью среди рыбаков. Несмотря на будний день и начало недели, на льду их меньше не становится. В очередной рейд спасатели выехали еще утром, по пути осматривая прибрежную зону. Остановились у густонаселенного берега, достают необходимую технику, надевают спасательные средства и идут на проверку. Измерение толщины льда происходит прямо посередине озера. — 23 сантиметра. Толщина льда 23 сантиметра. Такая толщина позволяет рыбакам находиться на льду. Однако следует помнить, что лед в разных местах разной толщины. Бывает, и погода преподносит сюрпризы. Днем тепло и солнечно, ночью холодно. После измерения льда спасатели провели с рыбаками профилактические беседы, призвали не рисковать жизнью и не заставлять волноваться своих близких. Для закрепления полученных знаний любителям подледного лова были розданы памятки. Всего было проинструктировано более 15 рыбаков. Также спасатели напомнили, что категорически запрещен съезд техники на лед. Спасателям зонального поисково-спасательного отряда Республики Башкортостан ежедневно проводится мониторинг ледостава. Также проводятся беседы с отдыхающими, с рыбаками, с раздачей листовок. Наша задача — напоминать рыбакам и отдыхающим правила безопасного поведения на льду и не допускать трагедий. Рыбакам и тем, кто находится на льду, пусть и даже на безопасном, следует помнить о необходимости спасательных жилетов и что для прибытия спасателей необходимо время. При этом любителям подледного лова нельзя забывать, что при попадании человека в холодную воду счет идет не на минуты, а на секунды. Выходя на лед, нужно быть крайне внимательным и соблюдать все меры безопасности. Татьяна Огурцова, Фарваз Рафиков, Руслан Кумушкулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.